Мен дәуті күнттен әжнірім, ода ендір маннахальмы келіне, арвын нәмдікчі кечәл екілжәне. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас начинается 18-й урок нашего родного калмыцкого языка. И на этом уроке мы с вами изучим последние 3 залога калмыцкого языка. Это побудительный, совместный и взаимный залоги. Названия эти запоминать не нужно, потому что это грамматические термины. Самое главное для всех вас разобраться с тем, как функционируют эти части речи, эти виды глагола в живом языке. Итак, еще раз напоминаю, мы сегодня изучим 3 залога: побудительный, совместный и взаимный. Побудительный залог калмыцкого языка — это такая часть речи калмыцкого языка, в которой предполагается 2 и более собеседника, причем в этой, языковой ситуации говорящий, говоря и используя этот побудительный залог, сам не участвует в совершении никакого действия, а лишь побуждает, заявляет или допускает совершение определенного какого-то действия другому участнику. То есть он заставляет другого участника делать какое-то действие или побуждает его делать это действие. Этот залог образуется посредством 3 или даже 4 способов. 3 основных, 4 более редко встречается, но он тоже есть, и поэтому все это нужно будет запомнить. Самое главное — не бояться грамматических названий, не запоминать их, а именно понять функционирование того, как эти части речи имеются и как они функционируют, как они действуют в живой разговорной речи. Итак, суффиксы, которые образуют побудительный залог, присоединяются к первичной глагольной основе. Мы уже знаем, что первичная глагольная основа от глагола, например, босх вставать будет бос, от глагола умшх, например, читать будет умш и так далее. Так вот, к первичной глагольной основе, вот этой вот самой-самой первичной, которая еще никаким изменениям не подвергнута, присоединяются в разных случаях следующие суффиксы: лг, г, г или х, ул или юль, и либо в 4 случае удлиняется гласный, который стоит в этой форме залога. Сейчас давайте рассмотрим примеры. Итак, дорогие друзья, күндіте нәжнірім. Сейчас мы рассмотрим побудительный залог калмыцкого языка и те варианты, которые у нас в калмыцком языке есть. Побудительный залог, напоминаю еще раз, побуждает к совершению какого-то действия, побуждает говорящий, побуждает к совершению какого-то действия своего собеседника, либо группу лиц, либо какую-то очень большую группу лиц. Итак, побудительный залог формируется следующим образом. Если первичная основа глагола оканчивается на долгий гласный, то к ней добавляется суффикс лг, или в некоторых диалектах еще бывает лг, но сейчас все реже и реже можно услышать именно такие диалектные формы. Итак, давайте рассмотрим примеры. Первичной основой глагола будет су, это значит садись. Су — это первичная основа глагола. От нее возникает так называемый в калмыцкой грамматике, это не полноценный инфинитив, а так называемый инфинитив, то есть исходная форма глагола. Сух. Сух значит сидеть. А как же сказать заставить сесть? А вот здесь в калмыцком как раз таки появляется к первичной основе слова добавляется вот этот вот суффикс лг. Сулхк. ГХ, как мы помним, я уже несколько раз говорил об этом, читается как ГК. Так вот, сух, су — это садись, сух — это сидеть, а сулхк — это значит посадить или заставить сесть. Еще один пример. Бо — завязывай. Бох — завязывать. Болхк. Болхк будет означать заставить
завязать. Эти глаголы точно так же, как в инфинитивных формах, но в залоговой форме могут иметь разные варианты. Давайте рассмотрим пример. Итак, чи. Давайте все вместе будем повторять эти слова и вспоминать произношение калмыцкого языка. Чи кövüren, чи kövüren, чи kövüren. Ты своего сына или своего мальчика. Сулгат. Видите, это уже стало основой, собственно, самого слова. Чи kövüren сулгат. Ты заставь своего сына сесть. Сулгат аучкат. Чи kövüren сулгат аучкат, то есть совершить для себя действие, аухы, вот этот вот аучкат, совершить для себя какое-то действие именно в пользу свою, то есть заставь его сесть. Осрень, оср, как мы помним, это шнурки, болг, заставь завязать его свои шнурки. То есть чи kövüren сулгат аучкат, осрень болг. Заставь своего сына сесть и заставь его завязать свои шнурки. Вот так будет переводиться это. Если же основа глагола, первичная основа глагола оканчивается на согласные, кроме с, б и д, то к ней добавляется суффикс г или г. Г или г. А вот если она заканчивается на с, б или д, то к ним добавляется суффикс х. Итак, давайте рассмотрим примеры. Гар, выходи. Гар, выходи. Гар, выходи. Гарх, 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 выходить. Гархк, гархк, гаргх пишется, но гаргк произносится. Гарг, гар, гарх, гархк. Гархк значит заставить выйти. И давайте приведем мягкорядное. Им экшикта юкта юг. Кюр, кюр, это будет достигай, доноси, доводи. Кюр. Кюрх, это значит достигать, пребывать, куда-то добираться. И кюргх, 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 это значит помочь кому-то добираться или самому что-то такое вот сделать, то есть достигнуть чего-то. Рассмотрим пример. Хурлда. Хурлда. Хурл это у нас хурул или буддийский храм. Хурлда это значит в хурул. Кюрят. Ирхля. Хурлды кюрят ирхля. Когда ты доберешься, дойдешь до хурула. Хурлды кюрят ирхля. Бурхнда. 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 Бурхан это у нас Будда, статуя Будды или какое-то изображение Будды. Так вот, бурхнда, гаран, свою руку, кюрг, поднеси свою руку к статуе Будды, дотронься своей рукой до статуи Будды. Вот такое будет иметь значение. Хурулды кюрядирхля, добравшись, достигнув хурула, когда ты доберешься или достигнешь хурула, бурхнда, то есть изображению статуи Будды, гаран, кюрг, прикоснись своей рукой к статуе Будды. Итак, мы разобрали сейчас с вами два варианта создания или оформления побудительного залога в калмыцком языке. Третий случай или третья форма, как образуется побудительный залог в калмыцком языке, это наиболее распространенная форма, которая к первичной основе глагола присоединяются суффиксы ул или юль. Ир экшекте югде ул, а имы экшекте югде юле. Вот давайте рассмотрим примеры. Итак, все мы уже хорошо знаем глагол умшх. Умш, первичная основа этого глагола, умш. Умшх, это будет у нас читай. А вот как сделать заставь прочитать? Умшулх, заставить прочитать. Умшулх, умшулх, умш, умшх, умшулх, умш, умшх, умшулх. Келе — это говори. Кельх — это говорить. Келюльх — это значит заставить говорить. Давайте рассмотрим примеры. Итак, первое слово, которое написано в примере, это слово гелинг. Гелинг — это буддийский монах.
Гелингер, то есть посредством этого буддийского монаха, ном, ни в коем случае не номе, именно правильно произносить это слово ном, потому что оно происходит из древнегреческого слова номос, что значит учение или какая-то наука. В калмыцкий язык оно пришло через огромное количество языков посредников и превратилось в слово ном. Главная форма этого слова, орфоэпическая норма этого слова не номе, а именно ном. Ном, ном, ном. Гелингер ном умшултен. 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 Это значит заставьте или попросите Гелюнга, буддийского монаха, прочитать молитву. Гелингер ном умшултен. И еще один пример. Тирсусен. Тирсусен эмгиги. Тирсусен эмгиги келюльтен. Тирсусен эмгиги келюльтен. Тирсусен эмгиги келюльтен. Это значит заставьте заговорить ту сидящую старушку или пожилую женщину. Тирсусен эмгиги келюльтен. Есть еще один случай, он менее распространен, но тем не менее есть определенное количество слов, которые образуются посредством удлинения гласной. Было бы гораздо легче, если бы вы изучали Тодо-Бичик и, исходя из Тодо-Бичик, уже трансформировали все современные слова в той форме или в том виде, в котором они, зная уже историческое написание тех или иных слов, чтобы вы могли это делать. Ну, так как мы Тодо-Бичик не изучаем, потому будем просто говорить о том, что в некоторых словах есть долгое гласное. И вот ее удлинение тоже бывает формой побудительного залога. Это достаточно нечасто встречается, но есть общеупотребительный ряд слов, которые действительно нужно просто запомнить, как они оформляются. Итак, хур — это значит собирайся. Вот слово хуру, хурул, хурал, который у нас есть, народный хурал, парламент Калмыкии, центральный хурул Калмыкии. Все это происходит от слова хурх, то есть собираться. А глагольная первичная основа этого слова — это слово хур. Хур — это значит собирайся. Хурх — значит собираться. А вот хурах — это значит собирать или заставлять или побуждать кого-то собирать что-то. Хурл, хурах будет значить собирать монахов для чтения молебна. Или такой пример. Зокс. Зокс — это стой. Зоксх — это значит стоять. А вот зоксах значит останавливать. Давайте рассмотрим несколько примеров. Хурсн эмтнехöne. Хурсн эмтнехöne — после собравшихся людей. Ульцн. Ульцн — это оставшийся хок. Не хоге, а именно хок. Хок — это мусор. Хурадж аутн. Хурсн эмтнехöne. Ульцн хок хурадж аутн. Хурсн эмтнехöne. Ульцн хок хураджи аутн. Хок хураджи аутн. Это предложение будет переводиться так. Мусор, оставшийся после собравшихся людей, хураджи аутн. Соберите его. Хураджи аутн. И еще один пример. Күн, мы знаем, это человек. Улан машиги. Улан машиги зохсавы. Күн улан машиги зохсавы. Күн улан машиги зохсавы. Күн улан машиги зохсавы. Человек остановил красную машину. Күн улан машиги зохсавы. Человек остановил красную машину. Вот так. Это есть перечислены 4 основных способа образования в калмыцком языке побудительного залога. Запомните, пожалуйста, все эти примеры и постарайтесь из всех тех слов, которые вы запомнили, из тех глаголов или слов, обозначающих какие-то действия, сделать
вот такие побудительные залоги. Занятие это будет непростым, но интересным. Я думаю, что если рядом с вами будут какие-то люди, которые хорошо владеют родным языком или, по крайней мере, знают, как образуется побудительный залог в калмыцком языке, они сумеют вас проверить. А если нет, пишите в комментариях все то, что вы считаете уже готовым для того, чтобы другие могли это увидеть и, может быть, исправить вас. А сейчас мы вместе с вами изучим совместный залог калмыцкого языка. Бояться этого названия вообще не стоит, потому что все достаточно просто. Совместный залог выражает действие, которое осуществляется совместно двумя или большим количеством лиц и образуется посредством присоединения к первичной основе глагола, как мы уже говорили, суффикса «лц». «Лц». Давайте рассмотрим примеры. Итак, «байс». Мы знаем, наверное, многие слова «байр» как радость, а есть еще «байсх», или кто-то наверняка знает фамилию Байсхланов, Байсхлангов. Так вот, эта фамилия происходит от старинного калмыцкого слова «байсхлынг» или «байсх», от глагола «байсх», что значит «радоваться внутренне». Байр — это не только внутренняя радость, но еще и радость, которую можно выразить танцем, песней или еще чем-то, каким-то мероприятием. Тогда как байсхлынг — это глубокая внутренняя радость, граничащая с удовлетворением или наслаждением от внутреннего состояния. Вот байс значит вот так вот внутренне радуйся. Байсх будет иметь значение радоваться таким вот образом. Или ощущать какое-то блаженство или радость. А вот байслцх будет иметь значение сорадоваться, радоваться вместе с кем-то или радоваться за кого-то совместно с ним. То есть, к примеру, случилось такое действие, когда кто-то выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. Миллион по-калмыцки, как вы знаете, будет сае. Так вот, сае арслынг выиграл этот человек. И вы вместе с ним радуетесь или сорадуетесь, то есть разделяете его радость. И вот тогда вы скажете «би чамла байслц джанав». «Би чамла байслц джанав». Я сорадуюсь вместе с тобой. И другой пример. «Келе» — это «говори», «келех» — это значит «говорите», а «келелцх» это значит переговариваться или договариваться, то есть о чем-то переговариваться двум или нескольким лицам, двум или нескольким людям. Так вот, давайте рассмотрим следующий пример, как же используется этот совместный залог в разговорной речи. Индр, сегодня, ир, индырыры, повторяйте за мной, индырыры, приходи сегодня. Эндер — это сегодня, и р — это приходи. Келилцет, авый, келилцедовый. Приходи сегодня и давай поговорим. Здесь в данном случае с тем, кому обращается говорящий. Эндер иры келилцедовый. Приходи сегодня, давай поговорим или давай договоримся о чем-то. Вот так образуется совместный залог. Он достаточно простой, и я думаю, что запомнить его не составит большого труда. И последний залог, который нам следует изучить, это взаимный залог калмыцкого языка. Тоже не следует бояться этого названия, все достаточно просто и понятно. Взаимный залог обозначает или выражает действия, совершаемые двумя или большим количеством лиц, и действие, которое направлено друг на друга или друг к другу. Как это можно понять? К примеру, вот мы играем в бильярд. То есть
мы играем, например, в бильярд вдвоем, то есть мы совершаем какие-то действия, направленные друг на друга. Вот это вот будет называться или образовывать взаимный залог калмыцкого языка, то есть взаимно, вместе. Он образуется посредством присоединения к первичной основе глагола суффикса «ld». А дальше идет глагольное окончание определенное, и он, собственно, приобретает такие же формы, как и обычные глаголы, которые мы с вами уже изучали. Давайте рассмотрим примеры. Итак, «йов» — это «иди», «йовх» — «йовх» — это значит «идти». А вот «йовлдх», «йовлдх», «йовлдх» — это будет значить «ходить туда-сюда двум или нескольким лицам», которые это делают осмысленно, ну или неосмысленно, но, по крайней мере, они это делают вместе, причем делают определенное какое-то время, то есть какую-то особую периодичность выдерживают. Или вот, например, «имы экшектаюгы», «бер» — это «держи», «берх» — это «держать», а «берльтх» — это «держаться друг за друга» или за что-то. Либо «хвататься друг за друга». Вот, например, «берльтх» в Джангаре есть такие выражения. То есть они схватились в схватке. Вот давайте рассмотрим примеры. «Хойр», «хойр өвгэн», «хойр өвгэн» мы будем понимать, что это два старика. «Хойр өвгэн», «мана герин өр». «Хойр өвгэн», «мана герин өр». Мана — это наш, гер — это дом, герин — это дома, өр — рядом. То есть вот эту часть предложения мы будем с вами переводить как два старика рядом с нашим домом. Дальше как раз идет глагол во взаимном залоге. Йовлдат, йовлдат, йовлдат бене. Йовлдат бене. Два старика расхаживают мимо нашего дома. Хойр өвгэн мана герин өрі, или рядом с нашим домом. Хойр өвгэн мана герин өрі йовлдат бене. Или, например, машин йовлдат бене, там и так далее. То есть машины туда-сюда носятся. Хойр өвгэн мана герин өрі йовлдат бене будет означать, что два старика расхаживают рядом с нашим домом. Йовлдат, вот здесь как раз-таки глагол стоит в залоге взаимном. И второй пример. Кюкэн — это девочка. Көвүн. Кюкэн, көвүн, хойр. А вот здесь уже, если здесь хойр өвгэн означало два старика, то кюкэн, көвүн, хойр будет означать девочка и мальчик, или парень и девушка. Гар берльдж, берльдж. Л мы знаем, что будет, так как слово мягкорядное и имеет шиктаюгу, то Л будет произноситься не берлдж, а берльдж. Мягко она будет произноситься, как будто бы здесь есть мягкий знак берльдж йовна. Кюкэн көвүн хойр гар берльдж йовна. То есть девочка и мальчик, или парень и девушка идут, взявшись за руки. Вот так будет переводиться это выражение. Итак, мы с вами изучили все залоги калмыцкого языка. Я думаю, что они не будут причинять вам больших проблем, если вы продолжите свое углубленное изучение. И самое главное, все те, еще раз повторю, глаголы, которые мы с вами изучали на предыдущих занятиях, постарайтесь поставить в формы вот изученных нами залогов и показать кому-то, кто владеет калмыцким языком. Сегодня это не такой большой секрет, эти люди есть. Если вы покажете и исправите свои ошибки посредством этого, то это будет очень полезно и хорошо для всех вас. Күндіте нәжнір ода болхла, тоқтсын йосар шины үгмүдігі сурат. А вы, дорогие друзья, а сейчас, по сложившейся традиции, давайте выучим новые слова. Итак, хурл. Хурл — это слово, которое встречалось нам во время урока. Хурл. Хурл происходит от слова хурх, или собираться. То есть это место, где собираются буддийские монахи и люди. Хурл. Хурл — это хурул, буддийский храм. В калмыцком языке именно так называют его, хотя существует помимо слова хурул еще 3 разных слова, обозначающих буддийские храмы, но об этом мы можем поговорить в другой раз и в другое время и при других обстоятельствах. Следующее слово, которое тоже было у нас на занятии сегодня, это слово бурхн. Бурхн. Бурхн.
Бурхан — это Будда. Вообще это слово происходит от слияния двух слов китайского слова «фо», являющегося эквивалентом слова «Будда», и слова «хан», то есть «владыка». «Владыка Будда», так переводится это выражение. Оно прошло достаточно длинный путь, прежде чем попало в наш язык. Следующее слово — это слово «шутен». «Шутен», «шутен». Основа этого слова — глагол старинный и достаточно сильно поменявший свое значение, глагол «шютх». В старину словом «шютх» обозначалось такое понятие, которое на русский язык сегодня можно перевести как опираться. Именно не просто опираться как на палочку, клюку там, или еще на что-то, а именно опираться духовно. «Шютх» это было, означало в старину опираться духовно. Сегодня это слово обозначает в современном калмыцком языке понятие «верить». Но это верить именно в контексте духовной опоры. Шутен — это особая духовная опора или изображение Будды, независимо от того, какое оно будет. Нарисованное и вылитое из меди, бронзы, золота, серебра или чего-то. Либо просто какой-то вот образ, любой образ Будды может называться словом «шутен», так как это есть опора для личной практики. Следующее слово достаточно тоже сильно и изменилось. В современном калмыцком языке есть такое слово «мёргх». «Мёргх». Практически все старики говорят это слово. Однако «мёргх» — это еще и «бодаться» в калмыцком языке. И вот если мы бы смотрели с вами старинные рукописи на Тодо-Бичик, то бы вы видели, что «мёргх» как «бодаться» пишется с буквой «э», а слово «мюргх» или поклоняться, совершать поклонение, поклоны перед святынями записывается как «мюргх». И поэтому кто-то, если захочет, пусть использует так, как говорили наши старики, слово «мюргх». А те же, кто не хочет в своей речи допускать такую оплошность, как «мюргх» бодаться или «мюргх» поклоняться, может говорить еще и литературную норму этого слова, слово «мюргх». «Мюргх». Именно так оно фиксируется в старинных текстах на Тодо-Бичик. То есть «мюргюль» — это поклонение, а не молебен. Поэтому вот эти вот вещи очень важно запоминать. Следующее слово — это слово «заливарх». «Заливарх». «Заливарх» — это, собственно, и есть молиться, просить, обращаться к высшим силам зачем-то. Правильно, если мы идем на молебен, то мы можем сказать «заливархар йоуджанав», например, «иду молиться», «иду помолиться за благо, здоровье или еще за что-то». Так вот, «заливарх» — это и есть, собственно, молиться, а «мёргх» — это простираться, поклоняться. И следующее слово тоже очень интересное, это слово «иткх». «Иткх». «Иткх» значит верить или вверяться. Настолько верить кому-то, что полностью доверить все свои действия этому объекту. Поэтому «иткх» это сегодня будет переводиться как «верить». Слово «гелинг». «Гелинг», оно происходит от тибетского слова «гелонг». Гелинг — это буддийский монах, священнослужитель, который занимается буддийской практикой и держит 253 обета, которые его, во-первых, умиротворяют самого Гелюнга, а во-вторых, помогают людям, у которых нравственность гораздо ниже получается, чем у этого Гелюнга, посредством его каких-то действий исполнять свои какие-то очень важные и нужные вещи. Следующее слово, оно тоже очень широко используется в современном калмыцком языке, это слово «лам». «Лам», «лам». «Лам» — это «лама» с тибетского языка, а это именно тибетское заимствование. Слово «лама» переводится как «тот, выше которого нет». А потому в Калмыкии, в отличие от Бурятии, Монголии и других мест, где существует буддизм и есть именно тибетской традиции и есть ламы, в Калмыкии всех священнослужителей, как правило, в старину называли словом «гелинг», а ламы был один единственный шаджин лама Калмыкии. Ламы — это самый высший буддийский иерарх. Сегодня мы можем сказать на большого учителя ламы, мы можем сказать на верховного ламу. Но на всех подряд, кто надевает красную одежду, разумеется, такое слово употребить мы не можем. Следующее слово тоже достаточно интересно. Это слово «иркн».
Иркн, иркн, давайте повторим его вместе. Иркн, иркн, иркн. Иркн — это четкий. Вообще слово «иркн» в старину использовалось как обозначение гирлянды из чего-то, из бусинок, лепестков цветов или из чего-то еще. Именно гирлянда так называлась. Потом, позже оно окончательно перешло на слово «четкий», и в этом своем значении сегодня широко известно. Если мы перебираем четки, прочитывая в соответствии с каждой бусинкой определенную мантру, то это называется «ирк татх». Ирк татх, ирк татх, ирк татх. Или ирк иргюльх, крутить четки. Ирк иргюльх. Ирк татх или ирк иргюльх, это значит будет перебирать четки на нашем языке. Так как мы перебираем четки не просто так смысла перебирать их большого нет, а с каждой бусинкой мы должны произносить определенную мантру, то нам важно будет выучить и это слово. Мантра на калмыцком языке звучит как терне, терне, терне. Вот этот мягкий знак будет у нас ударным. Терне, терне, терне. Это мантра на калмыцком языке. И когда мы идем в хурол и просим, чтобы монахи прочли гелюнги, прочли нам какие-то молитвы, то мы всегда видим, что они открывают свои священные книги. Священные книги на калмыцком называются словом «судр», которое происходит от санскритского слова «сутра» или «благое изречение Будды», благодаря которому мы можем избавляться от определенного вида страданий. Собственно, само учение Будды, как я уже говорил прежде, называется ном. Не номе, а именно ном, правильная орфоэпическая норма произнесения этого слова. Еще одно слово, которое тоже встречалось нам на этом занятии, это слово «байсх». Байсх. Байсх — это значит ощущать какое-то внутреннее глубокое удовлетворение или радость. В отличие от баир, которое явно видно, лицо светится, улыбка, мы можем петь и танцевать, то байсх — это внутренняя глубокая радость, которая зачастую может быть и не отражена на лице, но внутри она всегда присутствует. И несколько слов, касающихся адресов. Слово тоик. 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 Тоик — это номер. Номер дома, номер машины, номер телефона. Телефона тоик, машина тоик, герин тоик будет называться именно номер. Там, например, херн нигдыкчи тоикта гер. Дом номер 21. А вот слово хаик, хаик имеет значение адрес. То есть это какая-то улица определенная, дом и квартира. Не просто один номер, а именно уже полный адрес. Тоик — это номер, а хаик — это адрес в современном калмыцком языке. Ну, так как мы знаем слово адрес, то понятное дело, что нам нужно выучить слово улица. В старину в калмыцком языке улица называлась словом гудымдже. Гудымдже. Если вы не верите мне, вы можете проверить в словаре под редакцией Бимбиджа Лыкача Муниева 1977 года, и там это слово действительно есть. Гудымдже — это старинное название калмыцкой улицы. Потом, позже оно забылось, и мы заимствовали русское слово, и сегодня его используем в значении, правда, несколько искаженном фонетически, улинце. Улинце — это улица. Те, кто хочет восстановить и использовать старинное, собственно, калмыцкое слово, вы можете использовать слово гудымдже, а те же, кто не хочет этого делать, вы можете спокойно говорить улинце, и я думаю, что все вас поймут. И последнее слово на сегодняшний день — это слово хок. Не хоге, а именно хок. Хок, хок. Ном, хок. Это односложные слова, и их нужно так произносить. Хок — это мусор. Хогин сав — это будет мусорка. Давайте еще запишем слово сав. Сав. Сав — это будет какая-то посудина, тара какая-то. Если хогин сав, то это будет мусорка. Если, например, это эркин сав, то это будет бутылка там или какой-то графин для, например, хранения водки. Вот сав — это некая посудина, в которую что-то собирают, либо что-то наливают.
Вот такие слова новые мы с вами изучили на 18-м занятии калмыцкого языка. Два следующих занятия будут в совершенно другом формате проходить, а потому, пожалуйста, повторите все то, что мы проходили с самого первого занятия. Восстановите в памяти все, что мы с вами проходили. Постарайтесь закрепить и запомнить это, ведь именно так мы сможем овладеть своим родным языком вместе. Sen mende bayırta beten.